Но онлайн можно не только работать, но и овладевать языками. В IT-парке начали разработку игрового приложения по изучению якутского языка. Познакомимся с авторами этого социального проекта и узнаем, как идет работа над игровым мобильным приложением. А на днях стартует краудфандинговая кампания по сбору средств на первый этап разработки. И, кстати, на этой неделе в республике как раз-таки начинается декада, посвященная Дню родного языка. И этот проект станет настоящим подарком для тех, кто хочет говорить свободно на якутском языке. 1, 2, 3, Ç. Bastakı Beyazıt Cemil, Mustafa Kemal Atatürk, Tıhınca 923 yılga İstoriya kabillerin kurduk. Türkiye Respublikası'nın törüt-təbite. В столице Турции, Анкаре, теплым февральским днем звучит якутская речь. Турок Умид Шахин поздравляет всех якутян с Днем родного языка. Для Умида якутский уже родной. В далеком 2014 году Умид решил изучить один из самых сложных тюркских языков. Переехал из родного города Мугла в Анкару и устроился на работу в университет в качестве аспиранта на кафедру северных тюркских языков. Признается, изучал язык в библиотеке по старым книгам, но однажды решился и приехал в Якутию. Ardıgar sonra varım yine sakam siliger bissiz bit doğutlarımın kıtta jomun kıtta kepsetetçi bit bassap nöngüyor da bollar internet sitemin nöngüyor da bollar sayın daha keli yakın bagarabın toba diyeter saman sayının körü yakın bagarabın ol kün kirbet ürün tümlerin körü yakın bagarabın tığa taksan ot kemin otottur kemin körü yakın bagarabın ıhak kasılcı kihe diye kabar saha ahın öğrün emye oluhun diyen ahınlım diye kasöp. Полгода он изучал культуру, быт, а главное язык, с полным погружением. Ездил в отдаленные улусы, изучал диалекты, анализировал язык и на днях защитил диссертацию на идеальном якутском. Bihigi Irak'tағы sağana 19 üyetəği saxıtılıgar tılbastanmıt keneygeleri ırıtan kördü büt. Süyüsü ustata tılba sülete bara turbut. Sahamcolugar pravasılarla itegeli targatarı otuttan taksa Bierhuntan taksa doğu pravoslavna itegel kinigelerin, sürün kinigelerin, onun atın kinigeleri sahatılıgar tılbastağılıptar. Süz sıllah üle, surugun biçigin, tıl bayın, tıl tutulun, kördörör материалы tümügü, taharar материалы eretallıbı. Исследователи прогнозируют, к 2050 году произойдет заметное замещение якутского языка русским, и лишь малая доля детей, родившихся через 20 лет, сможет общаться по-якутски. А для последующего поколения язык саха превратится в своеобразную музейную культуру. ЮНЕСКО делит исчезающие языки России на 4 группы по степени угрозы вымирания. Жизнеспособность языков оценивается по 9 критериям, в том числе по числу носителей, передаче языка из поколения в поколение, доступности учебных материалов и отношения к языку внутри общества. К уязвимым относятся, на которых говорят дети, но его употребление может ограничиваться лишь одним пространством. Например, дети говорят на родном языке только дома. В их число входят 20 языков. Это абхазский, аварский, белорусский, тувинский, чеченский и, к сожалению, наш якутский язык. Якутский язык может исчезнуть, начать исчезать где-то через 10-15 лет. Лилия Газизова и Нургун Бечеген – молодые резиденты IT-парка. Вот уже более полугода работают над приложением, которое в игровой форме поможет взрослым и детям изучить якутский язык. Лилия признается, идея пришла во время экскурсии, которую она проводила для посетителей IT-парка. Мы начали углубляться в исследования, изучать, смотреть, как сейчас обстоят дела, как происходит обучение в школах, как со средой, как в деревнях, как в городах, какая ситуация в городах с языком. Так мечта превратилась в дело, и началась большая кропотливая работа по созданию нового мобильного приложения для взрослых и детей. Учителя, методисты, лингвисты, художники, аниматоры разработали целую методику по изучению языка для начинающих, которые хотят изучить якутский язык с нуля. Второй уровень предназначен для тех, кто хочет улучшить свою речь, а третий этап разработан для детей с 2 до 7 лет. Нам не хватало методической базы, и первое, что мы начали делать, это искать методологов, ну, то есть учителей. И тут нам помогла
ассоциация учителей якутского языка. Через них мы нашли Марианну Макаровну. Вот, она также подтянула тоже своих коллег. В итоге у нас 3 учителя занимались подготовкой, разработкой специальной методики, которая специально сделана для онлайн-формата, для формата мобильного телефона. Проект полностью социальный. Авторы уверены, приложение не должно быть платным, потому что возможность изучать язык должна быть у каждого. Язык упрощается, то есть мы в своей якутской речи перестали употреблять красивые метафоры, эпитеты. Марьяна Федорова – автор учебных пособий по якутскому языку. Одна из тех, кто поддержала социальный проект. Уверена, к 2030 году утрата языка станет заметным явлением. Существует значительный риск вытеснения якутского языка как языка повседневного общения. В каждом последующем поколении саха родной язык используют в повседневной жизни лишь 10-20%. Сахалы, говорю, полурусские, полуякутские слова – главный бич якутского языка. Одна из причин, отмечает эксперт, в учебно-образовательном процессе. Сейчас в школах на изучение якутского языка выделяют всего 2 часа, и уже не во всех школах преподают предмет о культуре народов Якутии. Мы не должны забывать свои корни. Якуты, они билингвалы. Наша изюминка в том, что мы свободно говорим на государственных языках Республики Саха-Якутия. Мы хорошо говорим на русском языке и должны также хорошо говорить на родном якутском языке. Эксперты отмечают, любой язык можно выучить, если есть доступная информация. Можно сколько угодно говорить о важности знания и обучения, но если нет доступных курсов, приложений в интернете и в продаже нет даже элементарных учебных пособий, выучить язык достаточно проблематично. Если я не знаю значения какого-то слова, у меня должна быть возможность найти это слово в словаре. Например, на английском языке или на русском языке. Я же достану свой телефон, зайду в интернет, найду значение этого слова и дальше с вами продолжу разговор. Якутский язык должен быть таким. Якутский язык, он должен быть доступным. Умид Шахид – наглядный пример для тех, кто давно перестал говорить на своем родном якутском языке. Турок с ностальгией вспоминает Якутию. Признается, очень скучает по строганине и якутской кухне. Но особенно по тем, кто помогал изучать язык. И желает, пусть наш якутский язык никогда не исчезнет. И пишет «Сахам тылын таптыбын». Ирина Григорьева, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня день